В Восточном Туркестане задержан еще один уйгурский чиновник. О задержании Мамета Турнияза, родившегося в Кумуле в 1963 году, сообщил отдел связей Центрального дисциплинарного комитета Коммунистической партии Китая. Турнияз являлся членом Коммунистической партии с 1985 года и до 2018 года занимал посты главного секретаря дисциплинарного комитета поселка Ташбулак в Кульдже, губернатора города Кумул и руководителя отдела кадров мэрии города Хотан. В отношении Турнияза было начато дело по обвинению в нарушении дисциплины, после чего его освободили от всех должностных полномочий и заключили под стражу. Китай, совершивший преступление против человечества посредством систематического геноцида против уйгуров, продолжает сталкиваться с критикой мирового сообщества. Всемирно известная американская газета «Вашингтон-Пост» сравнила культурный геноцид, устроенный китайцами в отношении уйгуров, с «Хрустальной ночью», которая привела к гибели около 100 евреев в 1938 году, когда нацисты напали на еврейские рабочие места, кладбища и синагоги. Оценивая разрушение уйгурских мечетей и кладбищ в Восточном Туркестане как беспощадный процесс, газета заявила, что в каком-то смысле это являлось первым оружием геноцида, устроенного в концентрационных лагерях в Освенциме, Собиборе и Треблинке. В Багдаде, а также центральных и южных городах Ирака, где продолжаются антиправительственные протесты, нет доступа в интернет. Силовые структуры установили бетонный барьер на мосту Ахрар, который является третьим мостом, расположенным возле зеленой зоны. Мосты Джумхуриет и Синек закрыты уже несколько дней. Из столицы Ирака продолжают поступать сообщения о том, что силовики используют против демонстрантов настоящие пули. Премьер-министр Китая Ли Кичиан заявил, что его страна готова работать со странами Южной Азии для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Южно-Китайском море. В рамках 22-го саммита лидеров Китая и Союза стран Юго-Восточной Азии, состоявшегося в Бангкоке, Ли сделал заявление относительно текста кодексов поведения, в ходе которого все страны вели переговоры по Южно-Китайскому морю. Мы готовы работать вместе с АСЕАН в достижении консенсуса, достигнутого для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Южно-Китайском море в соответствии с трехлетним графиком, заявил китайский премьер. Более того, заявление о том, что Пекин вооружил базы, построенные на искусственных островах, расположенных в спорных водах, вызывают напряженность в отношениях между США и странами региона. Министр внутренних дел Англии сообщил, что уровень террористической угрозы был снижен от категории «критический» до категории «важный». Прити Патель сказал в своем заявлении, что несмотря на изменение категории, террор продолжает составлять угрозу для национальной безопасности. Отметив, что уровень угрозы будет постоянно пересматриваться, Патель подчеркнул, что правительство, полиция и спецслужбы будут продолжать неустанно работать.